Салам алейкум, Дустани Азиз. Так, я вас всех люблю. Я буду вот кашу немножко сделать. Таджикский и русском языке. Первый мой вопрос. Кто знает таджикский язык в зале? Руку поднимите, пожалуйста. 50%. Так, значит, кто хочет жить 100 лет? Руку поднимите. Хорошо, что нормальный зал собирался. Так, потому что я где этот вопрос задаю, 1-2 человека поднимают руки, потом расскажу. Третий вопрос. Кто занимается очищением кишечника? Пожалуйста, руку поднимите. Мало. 4-5 человека. Видите? Так, великий Авиценна в свое время сказал, что медицина сидит на 3 кита. Нож, слова и трава. В медицине больше ничего сверхъестественного нету, товарищ. Нож — это наша вся хирургия. Когда действительно кровотечение, заворот, перелом, без хирургии не обойдешься. Слово — это каждое посещение пациентам, к врачам, психологам, религиозным людям. Ты пришел с какой-то надеждой, значит, он действует на тебя. Сейчас здесь фильм, конечно, немножко будут говорить о действии слова на организм человека, потому что Платонов написал большую книгу «Слово как физиологический лечебный фактор». Под действием слова организм человека буквально проходит очень большие изменения. Потом есть фильм здесь, который я сейчас работаю по многим регионам бывшего СССР. Работал в Дагестане, который женщину поставили рак груди, сказали неоперабельный. И она 3 месяца занималась этим методом лечения, выздоровелась. Я не мог, просто она по простой методике. Вот там есть маленькая брошюра у меня. Так, схема лечения онкологии по методике доктора Тахири. Вот буквально я 3 дня назад с Казахстана прилетел. Один доктор технических наук, жена доктор медицинских наук, он ко мне пришел на прием, потом я дал брошюру, говорят, что оказывается все простые методики. Простой, но люди не делают. Это действие слова на организм человека. Сегодня почему у нас получается вот в некоторых местах вот Захаров идет как раз. Павел Алексеевич, который... Люди не понимают, войны начинаются различные. Даже вот в Таджикистане у нас тоже была такая ситуация. Один Майдан религиозный, но коммунисты, другой между собой именно со слова начался. Поэтому сейчас в Дагестане один простой человек, но он учитель, потом писатель, про меня написал маленькую книжку, конечно. Он слишком громко написал «Встреча с гением», но я переделал «Встреча с доктором Тахири». Маленький там есть брошюра «100 болезней, 100 лечений». Это те болезни взаимоотношения людей. Если у нас будет гордыня, обида, все это вызывает различные болезненные состояния. И то, что в правительстве тоже, вот они не разбирают, потом раз получают. Это все через психику, через слово организм человека. Я когда работал в реанимационном отделении кардиоцентра и подключил много больных к кардиомонитору, ввел в состоянии гипноза, внушал, чтобы отдыхать на берегу моря. Где-то сразу давление нормально, пульс нормально, дыхание. А потом внушал, что у них где-то несчастный. Сразу вроде человек спит, у него тахикардия повышается, давление, все. Поэтому словами можно смерть предотвратить, словами можно мертвых оживить. Дальше, третий наш направление — это травы. Вот здесь сидит директор института фитотерапии, профессор Корсон, академик. Он тоже потом расскажет немножко. Потому что сверхъестественные, товарищи, больше ничего нету. На земле Бог создавал все лекарственные травы и источники. Я потом про свои книги немножко расскажу. Вот, например, у нас есть курорт Хаджи-Обигар, горячая святая вода называется. Я когда там работал 3 года, написал книжку «Жемчужины среди гор». Вот здесь как раз профессор Корсун, Захаров, они были в этих местах, когда я проводил конгресс. Дело в том, что вот одна женщина, у нее была ревматоидный полиартерит, болезнь Бехтерова. Они ездили по всему миру. 16 лет каждый год приезжают в Таджикистан. Там же не врач, ничего, сам природа. Вода зашел, принимал вот это радоновые пары, выздоровился. Поэтому нужно лечебные средства искать где? На природе. Так как сказали, я еще
Поэт, один стихи почитает про Хаджиоби Гарна. Это мои стихи был тогда гимн в этом курорте, здесь на 700 коек. Хаджиоби Гар мимо обад шуд, дар дили кӯҳ шаҳраке бунёд шуд. аз даруни синаи кӯҳпорае мезанад оби шифо фавворае. то ки ӯ бахшад ба ҳар дарди даво, то ки ӯ бахшад ба ҳар бемор шифо. мевазад аз дур сафти шаршара, мерасад аз дур сафти шаршара. тоҷикистон эй дирони нозанин. чунин ганҷинаҳо дар ифтихор. Конечно, я чуть-чуть забыл, потому что это лет 86-го года я писал эту книжку про это стихотворение. Значит, вот это, если кто понял, там только одни воды, один вот то, что есть, людей лечит. Вот в горах некоторые, вот когда мы проводили международный конгресс первый в Таджикистане в 1984 году, много людей говорят, что там воюют, там бандиты, там туда, там сюда. Вот профессор Корсун вернулся, написал «Таджикистан глазами фитотерапевта». Везде люди очень хорошие товарищи, простой народ. А те, которые деньгами играют, они друг друга убивают. Везде. Вот я в Дагестане работал 3 года, хотел поехать, мне сказали не езжать туда, там очень хорошая обстановка, люди бьют. Я поехал, год работал. Очень простой народ, как Таджикистан, гостеприимный. Ну везде, вот и русский народ в деревнях пойдешь, все вот люди такие. Я написал такой 4 стихи, что среди людей всегда раздор, всегда имущественный спор. Один готов другого съесть, а смерть не думает, что есть. Вот если все люди думали бы о этом, ни один вот сейчас король арабской страны, сколько денег имел? Не спасал же деньгами свое здоровье. Я лечил много миллионеров. Я говорю, вот сейчас, например, мне предлагают $50 миллионов взять, ну, раскрутить свои дела, 7% годовой. Я говорю, я хочу жить 100 лет, ваши деньги мне не нужны. Потому что я каждую ночь должен считать, некогда свое здоровье заниматься. Правильно? А чтобы здоровье заниматься, я, например, каждый день хожу самый меньше 5 километров. Самый меньше. А многие говорят, у нас некогда, не хватает. Ну, ты хочешь пораньше умирать, это твоя проблема. Поэтому наш цель, товарищи, учить. Вот сейчас она сказала, что надо не лечить, а учить быть здоровым. Я сейчас написал в 3 президентах. Казахстан, Таджикистан, Путину. Изменить структуру здравоохранения. Ну, написали, что чтобы изменить, надо Госдума решение. В общем, на днях я должен с кем-то встретиться, с администрацией президента. Потому что все течет, все изменяется. Вот в Дагестане каждый 3-й пациент, я который смотрел, нету желчного пузыря. Чуть-чуть боль есть, пришел. Тем более сейчас легко резать все. А это орган нужен организму. Поэтому есть книжка «Ошибки медицины. Опыт целителя». Вот наши сегодня ошибки медицины, любой вот из нас сейчас возьмем, у меня даже могу вас диагностировать за 5 минут. У каждого найдем болезнь. И сразу говорим, у тебя печень, почки, код поставили, хоть эта болезнь нету, будет. Серьезно я вам говорю. Вот я когда работал в реанимационном отделении кардиоцентра, это 77 по 81 году, в Карабалов, республиканской клинической больнице. Так как бюро ЦК кого-то снимает сразу в реанимации, или инфаркт, или инсульт, одновременно повышается сахар. Это транзиторная гипергликемия. Если у человека сахар повышается, ну, первый раз скажут, у вас 16. Уже поставили, у вас сахарный диабет, он уже начинает болеть. Это временно. Время уходит, он восстановится. Поэтому людей надо учить. Я сейчас много не буду говорить. Сейчас давайте вот этот фильм сейчас посмотрим немножко. Посмотрим Таджикистан, где как. Ну, потом по ходу будем говорить. Цель, в общем, наша встреча, чтобы, если вот сейчас, я смотрю, где-то около 70 человек в этом зале. Ну, может, еще придут. 70 расскажут. Смотрите, какой поток. Без лекарства, абсолютно. Ну, потом я буду говорить, какие методики, как заниматься, потому что человек должен на себя пробовать. Те врачи, которые много академик ордена несут, но у меня тоже много орденов, я сегодня без орденов пришел. Любой больной спрашивает, ты меня можешь лечить или нет? Не спрашивает, ты академик, герой, как в каком-то плане. Поэтому в мире все простой, Бог создавал всю природу, все лекарства. Самое главное, взаимопонимание и друг друга уважать, любить человека.